В Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная предстоящим выборам президента Российской Федерации. На вопросы граждан отвечала председатель территориальной избирательной комиссии Сосногорска Валентина Логачева. Стоит отметить, что впервые во время выборов президента России любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке, вне зависимости от места своей регистрации. Для этого в период с 31 января по 12 марта нужно подать соответствующее заявление как в Сосногорский теризбирком, так и в МФЦ, библиотеку имени Якова Рочева, либо электронным способом через портал госуслуг. С 13 марта и до 14 часов 17 марта оформить специальное заявление можно в участковой избирательной комиссии по месту регистрации, где избиратель включен в списки избирателей. Отвечая на вопросы, председатель ТИКа особо подчеркнула, что избиратель имеет право подать заявление только один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, действительным будет считаться только первое. Волновал жителей и вопрос, что делать, если избиратель-инвалид не может выйти из дома. Если избиратель является инвалидом, то до 12 марта он может сообщить в территориальную или ближайшую участковую избирательную комиссию о своем намерении написать заявление по месту нахождения, либо обратиться к социальному работнику для предоставления ему такой помощи. Члены участковой комиссии придут к избирателю на дом для того, чтобы оформить заявление. В это же время избиратель может заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования. И тогда в день голосования 18 марта члены участковой избирательной комиссии посетят избирателя с инвалидностью, предоставив ему возможность проголосовать. Стоит отметить, что отсутствие у избирателя регистрации на территории Российской Федерации тоже не является препятствием сделать свой выбор. Такой избиратель тоже имеет право проголосовать. В день голосования 18 марта избиратель, не имеющий регистрации, приходит на избирательный участок номер 333, расположенный по адресу город Сосногорск, улица Спортивная, 6. Валентина Логачева также отмечает, что список избирательных участков, образованных на территории муниципального района Сосногорск, участвующих в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации 18 марта этого года, будет опубликован в районной газете «Заря Тимана» 27 января. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Более 130 тысяч жителей Коми в этом году могут пройти диспансеризацию. Приказом Минздрава Республики утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотрах. В этот перечень вошла и Сосногорская ЦРБ. Диспансеризация – это у нас, скажем так, бесплатная медицинская услуга, которая направлена для граждан старше 18 лет, в ходе которой выявляются либо заболевания, либо факторы риска, которые приводят к инвалидизации населения и преждевременной смертности. По словам медиков, в прошлом году в ЦРБ осмотре прошло 85% населения, подлежащего диспансеризации. В основном доктора выявили гипертонические болезни и факторы риска. 2 человека узнали, что перенесли инфаркт. У 6 были выявлены онкозаболевания. В этом году бесплатно проверить здоровье смогут жители, рожденные в 28 году прошлого века и каждые последующие 3 года вплоть до 97-го. Для этого нужно лишь обратиться в Сосногорскую ЦРБ. Это либо регистратура, либо у нас это кабинет номер 20, кабинет профилактики, где вам сразу расскажут, какие анализы вам необходимо сдать, соберут у вас, в общем, измерят ваш рост, вес, скажут, есть ли у вас избыточная масса тела. В этом же кабинете у вас измерят глазное давление, артериальное давление, проведут анкетирование, то есть уже можно будет заподозрить, о каких заболеваниях у вас мы можем говорить. И затем уже дадут направление на необходимые анализы и с результатами анализов отправят вас к терапевту.
Каждый гражданин по итогам комплексной оценки состояния своего организма получит паспорт здоровья, а также рекомендации относительно сохранения здоровья или требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме и бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Стоит также отметить, что с этого года в компании появились нововведения. Более подробно с ними можно ознакомиться в ближайших выпусках газеты «Зари Тимана», которая, к слову, распространяется бесплатно в самых посещаемых учреждениях района. В Республике Коми дан старт голосованию на определение логотипа Года культуры в 2018 году. Проголосовать можно до 26 января в официальной группе Коми-Информ в социальной сети ВКонтакте. Всего представлено 3 логотипа. Они разработаны творческой группой Республиканского колледжа искусств. Напомним, о старте Года культуры в Коми официально объявил глава региона Сергей Гапликов на открытии 25-го республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей». С этого года пенсионеры смогут воспользоваться дополнительной льготой по земельному налогу. Как сообщает Коми-Информ, список льготников включает и другие категории граждан, в числе которых инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, а также ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны. Они могут воспользоваться новым вычетом и уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость 6 соток. Например, за участок в 10 соток налог будет рассчитываться только за 4. Если площадь земельного участка в собственности не превышает 6 соток, то от налога льготник будет полностью освобожден. Данный вычет распространяется только на один участок. В Сосногорском районе открылись 2 ледовые переправы, сообщает пресс-служба муниципалитета. Одна из них через реку Сюзью в деревне Аким открылась 22 января. Переправа грузоподъемностью 15 тонн обеспечивает транспортное сообщение между Сосногорском, Акимом, Винлой и Порожском. Вторая грузоподъемностью 25 тонн проходит через реку Печора и ведет в поселок Нефтепечорск. Этот переезд является ведомственным и используется для производственных нужд нефтяной компании. Почти 7 тысяч жителей республики с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью на минувшей неделе. Как сообщает Роспотребнадзор Коми, среди заболевших 75% – это дети в возрасте до 14 лет. Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога. Сосногорские футболисты принимают участие во всероссийских соревнованиях по мини-футболу. Игры стартовали сегодня на базе региональной спортшколы Олимпийского резерва. Среди участников 15 республиканских команд. По словам главного судьи соревнований, игры пройдут по круговой системе и продлятся до 27 января. Команды-победители представят наш регион на северо-западе, который состоится в начале марта в Санкт-Петербурге. В четверг на большей части территории Коми пройдут снегопады, местами сильные, и метели. Скорость ветра в южной четверти может достигать 13-18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ночью температуры будут в пределах минус 15, минус 22 градуса. Днем будет немного теплее. В пятницу в крайних западных районах дневная температура воздуха может повыситься до плюсовых значений. О возможности оформления Европротокола слышали многие, но на практике водители чаще предпочитают вызывать инспекторов ГИБДД даже на самые незначительные аварии. Ждать наряд нередко приходится долго. Тем временем зафиксированные в момент удара автомобили доставляют и массу неудобств другим водителям, а иногда и вовсе блокируют движение транспортных средств. Поэтому сейчас самое время научиться пользоваться возможностями Европейского протокола. Главное условие такого способа фиксации ДТП – полное отсутствие пострадавших людей и количество участников не более 2 машин. Если оба участника застрахованы, то есть у обоих участников имеются страховые полисы ОСАГО действующие. Если нет разногласий в виновности, и сумма ущерба составляет не более 50 тысяч рублей. Практика показывает, что введением этого закона народ активнее старается без участия сотрудников ГИБДД воспользоваться Европротоколом. Как правильно заполнить и оформить бланк Европротокола, нам рассказали специалисты Сосногорской госавтоинспекции. Если произошло дорожно-транспортное происшествие, где принимают участие всего лишь 2 автомобиля, и произошло столкновение, допустим, на светофоре при остановке транспортных средств, то нам необходимо будет воспользоваться Европротоколом, который нам выдают во время страхования автомобиля. Европротокол у нас прилагается к страховому полюсу. Заполнять его лучше всего в Европротокол шариковой ручкой, так как он состоит у нас из 2 листов.
один лист вы оставляете себе, второй лист передается второму участнику дорожно-транспортного происшествия. Указывая место ДТП, нужно начинать с республики. Далее указываем город, улицу и близлежащий дом. Также следует написать непременно точную дату и время происшествия. Если есть свидетели аварии, то их также обязательно указать. Если у происшествия сторонних наблюдателей не было, то необходимо к Европротоколу приложить фото или видеосъемку с места аварии. Далее каждый участник ДТП заполняет свои личные данные, после чего документ скрепляется подписями. Подпись обязательно ставится двумя лицами в пункте 15 и в пункте 18. Две подписи. После чего данное извещение мы разделяем. На две части. И на второй стороне каждое лицо уже пишет обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия так, как он его видит, с его точки зрения. Данное извещение должны как виновное лицо, так и пострадавшее в течение 5 суток передать в страховую компанию, в свою. Важно помнить, что в течение 15 суток с момента ДТП нельзя ставить машину на ремонт, поскольку страховая компания может назначить экспертизу с целью оценки ущерба. В то же время стоит отметить, что оформлением Европротокола нельзя ограничиться, если в результате аварии пострадали не только 2 автомобиля, но, например, и дорожный знак или любые другие сторонние объекты. Кроме того, сотрудники ГИБДД просят обязательно вызывать наряд, если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С такими водителями госавтоинспекторы не советуют заключать Европротокол даже в случае самой незначительной аварии. Сегодня в Сосногорске стартовал открытый республиканский турнир по хоккею в рамках всероссийского проекта «Золотая шайба». Игры в течение ближайших 5 дней будут проходить в Ледовом дворце «Звездный». В первом поединке турнира на лед вышли Сосногорская «Парма» и «Шахтер» из Инты. Открыли счет хозяева турнира. В этом году Сосногорская ледовая арена соберет лучшие команды из 7 муниципалитетов Республики Коми. Сыграют команды в круг, за 5 дней каждая команда сыграет 6 игр. И выявит чемпионы республики. В этой золотой шайбе все команды примерно равны. И может выиграть любая команда в этом. Если в 5-м голе там фаворит как бы ясен, а в 3-4 как бы тут не ясно, кто выиграет. Воркута, Инта, Печора, Усинск, Ухта, Сосногорск и Сыктывкар в этот раз поборются за право участвовать во всероссийском финале, который пройдет в марте месяце. Эти соревнования, они у нас проходят, как бы это уже хорошо. И потом чемпион Павел Дмитров, там все бесплатно, проживание, питание. Дает все, как бы развитие, общение с детьми дает. Кто-то борется за победу, а кто-то, как, например, интинский «Шахтер», по словам тренера, приехал обкатать состав. В основном обкатать молодежь, посмотреть, как они себя поведут со старшим поколением. От соперника, да, все зависит. Для них самое главное, чтобы они проявили себя немножко, дух вот этот соперничества. И самое главное, со старшими играть, не бояться. Напомним, игры продлятся до воскресенья. Кто станет лучшим, покажут напряженные игры. Приходите и поддержите любимую команду.